Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Более 230 различных мероприятий по различным тематическим направлениям пройдет в рамках Всероссийского фестиваля «Наука плюс», который состоится с 12 по 14 ноября. В этом году мероприятия посвящены Году науки и технологий в России. Подробно о предстоящем событии поговорим с гостем студии Евгением Эдуардовичем Соловьевым, проректором по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Фестиваль науки «Наука плюс» в этом году проводится уже в 8-й раз. Чем примечательно мероприятие этого года? Ну, скажем так, что это мероприятие у нас проходит не 8-й, а в 9-й раз в этом году. Ну, во-первых, этот год у нас обозначен нашим президентом как Год науки и технологий. И для нас вдвойне отрадно то, что в этом году в Северо-Восточном федеральном университете этот год посвящен молодому исследователю. В целом фестиваль предназначен для популяризации науки, для того, чтобы привлекать молодых людей практически со школьной скамьи, потому что объем фестиваля он достаточно огромный. Там очень много тематик, и я думаю, что каждый найдет там свою нишу. И что примечательного, естественно, что с началом пандемии мы перешли в онлайн-формат. Если в прошлом году онлайн-формат это было вновь, и очень многие, наверное, испытывали какие-то трудности, то в этом году очень многие с удовольствием уже работают именно в интерактивном режиме. Там очень много будет онлайн-лекций, там будут и квесты, там будут видеопоказы по различным направлениям. И немаловажно, там будет очень много экскурсий. А какие цели вы ставите перед собой? Цели именно популяризация науки, привлечение молодежи в научную отрасль и, наверное, где-то такой массовый охват. Потому что если раньше, то есть в офлайн режиме, естественно, принимали участие в основном жители города Якутска и близлежащих районов, то в прошлом году аудитория она очень резко возросла до 15 тысяч, и в этом году мы ожидаем примерно то же самое. То есть фестиваль будет интересен не только школьникам и студентам, а может быть и другим людям? Да, то есть там абсолютно все возрастные категории. Там каждый найдет, скажем, материал именно по душе. Ожидается довольно много мероприятий. Если посмотреть на программу, за содержание фестиваля отвечает Северо-Восточный федеральный университет или кто-то еще? Нет, здесь мероприятие, наверное, все-таки здесь участвует все научное сообщество Республики Саха-Якутия. Помимо Северо-Восточного федерального университета, там задействован ФИЦ, ИАНС, СОРАМ, абсолютно все институты. Есть активное участие Академии наук Республики Саха-Якутия, АНИЦ, Малая академия наук. И все это у нас при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Здесь у нас идет полный такой синхрон, поэтому нельзя сказать, что кто-то остался в стороне. Я даже могу, наверное, сказать, что отдельно там есть еще Институт мерзлотоведения и Институт геологии алмазов и благородных металлов. А какие направления? Направления абсолютно все. То есть я, наверное, уже повторяюсь. Вот навскидку там есть и медицина, и биология, и горное дело, новые материалы и технологии, там есть космос, там есть техника, генетика, то есть очень широкое мероприятие. В последние годы тема освоения космоса очень популярная, получила второе дыхание. Чем будете удивлять якутян в этом направлении? В этом году, во-первых, там в мероприятиях обозначены очень хорошие лекции Института космофизических исследований. Есть экскурсия по первому музею, посвященному освоению космоса. Извините, сейчас, наверное, я загляну в свои заметки. Я специально его хотел выделить. Это первый музей космонавтики и авиации, который был создан в 1972 году Жирковым Иваном Даниловичем.
на базе кружка для школьников по ракетомоделированию. И вместе с тем космос — это на самом деле такая область, она очень интересная, потому что там есть и вызовы, и есть, наоборот, перспективы, в каком направлении вообще в будущем будет двигаться человечество. Если смотреть, допустим, по строению Земли, мы знаем, что вообще строение Земли можно изучать, допустим, при помощи каких-то геофизических методов, которые при помощи космических излучений позволяют изучить именно внутреннее пространство Земли. То есть здесь тоже достаточно много интересного. А как принять участие вот в главном научном событии года? Здесь на нашем сайте Северо-Восточного федерального университета есть кликабельная площадка, называется «Фест науки». Туда мы заходим, открывается полностью мероприятие, там иконки, идут именно программы мероприятий по направлениям, заходим туда и там выбираем именно те лекции, там квесты, которые вам интересны. А будут ли доступны записи мероприятий вот после окончания фестиваля? Да, конечно, потому что все это у нас будет транслироваться в Zoom формате, либо и на YouTube. И вся информация после того, как пройдут мероприятия, они сохранятся на нашем сервере. То есть вся документация, все материалы будут доступны абсолютно всем людям. А изменился ли перечень направлений вот, по сравнению с прошлыми годами? С прошлыми годами, я думаю, что тематика, возможно, не особо изменилась. Там добавилось 2-3 направления, но вот именно само наполнение контента, оно, конечно, расширилось достаточно широко. Так, давайте еще раз нашим телезрителям напомним. Вот фестиваль будет проводиться 3 дня. Как можно вот в нем поучаствовать? Вот, то, что я вот сказал вот сейчас прямо, мы заходим либо на Северо-Восточный федеральный университет, и там прямо на главной странице нашего сайта есть ярко выделена именно кликабельная картинка, куда мы заходим и начинаем участвовать. То есть ничего сложного в этом нет. А участники могут как-то вот поучаствовать, то есть задавать вопросы как-то активно? Да, потому что там предусмотрен такой формат, это вот онлайн-лекции в Zoom формате, поэтому любой желающий может задать именно тот вопрос, который ему интересен. То есть обратная связь со зрителями есть. Евгений Эдуардович, спасибо, что ответили на наши вопросы. О проведении Всероссийского фестиваля «Наука Плюс» мы поговорили с проректором по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета. Оставайтесь на нашем телеканале.